считаете своим первым наставником вот, в вашей осознанной жизни, такой, когда вы уже Это моя начали мама. заниматься бизнесом? А если по Мама. жизни сказать, это моя мама. Моя мама меня воспитала. Меня мама очень сильно воспитала. Она вкладывала огромную мудрость в моей жизни. А потом мой учитель математика, это Одинаев Мирзоисов в школе, он очень меня вкладывал в мое сознание очень много труд. Поэтому, когда кто-то не ценит школу, я говорю, ребята, если ты не мог учиться в школе, это твои проблемы. Я не понимаю людей, которые хаят в школе, честное слово, я не понимаю таких людей. Я потому что учителя, которые в школе у меня были, или не знаю, мне повезло с ними, я очень хорошо учился. Они меня воспитывали, каждый из них. Огромный труд вложили в меня мои учителя. Учитель литературы, там, учитель там, математики или физики. Ну, каждый из них во мне, честно, много вкладывали. Я это вспоминаю сейчас, анализирую и думаю, что вот это все накопилось как в виде фундамента и со временем отражалось. Потом мой наставник, духовный мой наставник, это Шамсудин, он вкладывал во меня много мудрости, духовные ценности, человеческие ценности. А если по бизнесу говорить, мой первый это, кто мне формировал финансовый интеллект и менял мою жизнь, труд и поменять мышление, и, в общем, он вкладывал в это. И это очень-очень благодарю ему. А что касается дух, уверенность, преодоление боли, сложности и так далее, это Нарбеков. Мы закроемся на ключ Нарбеков. Я посмотрели, и это вот это все внутренняя сила, я тренировал в себе через его курсах, через его системе, и это все закаляло меня. Вот по-другому, если так посмотреть, вот это все получается, что шаг за шагом жизнь на нужный этап времени нужных людей встречает по пути, нужных наставников, нужных попутников и так далее. И надо вместе с ними надо пройти просто. Вот. Скажите, пожалуйста, что вы считаете самой большой трудностью в вашей жизни, ну вот прямо испытанием, которое действительно вы преодолели и которое, возможно, вам помогло стать тем, кем вы являетесь? Сейчас скажу. Вообще любой проблему, любой барьер, я считаю, что жизнь, она очень справедлива. Вот сама жизнь, она очень справедлива. Любой трудности отдается для того, чтобы расти. Любой ситуация отдается, она является трамплином к новому уровню, да? Например, простой пример провожу сначала, потом кейсами расскажу от своей жизни. Простой пример. Отлично. Если вы едете на машине, если едете, например, и если эта машина нормально постоянно будет ездить, вы никогда не узнаете, что под капотом эта машина находится. Но если пара раз сломается по дороге, вам придется посмотреть, что там внутри. И 3-5 раз, если так произойдет, вы все уже поймете, как, что, чего и так далее. Правильно? Сразу поймете, что к чему и так далее. Поэтому получается, что любой трудность чему-то тебе учит. А когда больно? Больно до тех пор, пока ты понял. Больно до тех пор, пока ты научился. А вот как это урок получишь и как эта ситуация тебе чему-то научит, она покидает. Боль покидает сразу. Поэтому в моей жизни были несколько раз такие ситуации. Самое первое это было, когда приехал в город, я стал студентом, 3 вуза поступил, стал студентом, но не мог учиться. Ну, так сложилось, период гражданской войны, в 95 годах, сложные годы в Таджикистане. Знание было, опыт есть, можно сказать, определенные школы хорошо учился, но учиться не могу, потому что есть определенный ряд барьеров. Где-то финансы, где-то чего-то и так далее. Вот, это был конкретный барьер на пути к моей жизни. Потому что, если посмотреть на 95-й год, можно смотреть, что у Давлатова нету никакой будущего, потому что нету никакого образования, нету никакой, не видно, куда я иду. Одним словом, не ясно, что будет, не видно, будущее не видно было. Вот, ну, слава Богу, несмотря на это, мне удалось как-то это все формировать. Поэтому первый барьер был такой, когда не могут. Второй, когда я попал просто не за что в долгах, за счет того, что не имел юридическое понимание. Вот юридически был неграмотным и попал куча в долгах. Я попал в долгах 174 человека и 4 банка, около 3 миллиона долларов. И это очень проблема, это большая проблема, когда не знаешь, откуда это взять отдать, как это все отдать, за счет чего это все собрать отдать. Это создало большую проблему, огромная проблема была, это правда. Поэтому, а таких мелких проблем и так далее, которые там
банкротишься, и это придется закрывать компании и так далее. Это естественно. Я пережил таких вещей много раз. Но самая важная вещь, любой барьер надо преодолеть, от него создать новые возможности. Нужно его превращать в новые возможности. Это очень важно. Любой недостаток, любой минус надо превращать в плюс. Это важный момент. Например, долги я превращал на новые возможности. Получается, что в тот момент я был в долгах, я их превращал на новые возможности. Как? Я думал, если я научусь их вернуть, зато передо мной открывается огромная возможность. И я боролся за это. Я боролся за то. Я не думал о долгах в тот момент. Я боролся на то, чтобы найти методику, как выйти из любой суммы долгов и так далее. И поработая со временем, конечно, долги закрыл. В моем книге это много есть, я сейчас не хочу об этом говорить. Книга «Долги тают на глазах» есть огромные там примеры, кейсы и так далее, где я рассказываю. И потом в фильме тоже есть частично, где это все видно будет. Были у меня моменты, когда самоубийством хотел заниматься. Был такой момент. Я думал, я пошел к окну, думал бросать себя и думал, все, с этим закончится, это все, пусть хватит и так далее. Почему? Потому что то финполиция, то карикатюры, то, понимаете, то кембек и так далее. Там тебе не дадут жизнь, то там куда пойдешь и так далее. Я домой приду, за мной следят. На работу иду, туда идут. Мне из зала вытащили, говорят, ты мошенник и так далее. Это эмоционально был очень сильный удар. И я думал, как-то надо с этим закончить. Хотя ты внутри знаешь, что ты прав. Но когда думала, вот, совершить самоубийство, побежала ко мне дочка. Она держала за ноги. Я смотрю на нее и думаю, если я умру, все долги придут ей. Придут детям, они же никуда не денутся. Вот тогда понял, что от проблемы убежать это глупо. Я тогда понял, что от долги убежать это совсем глупо. И получается, что и в том мире тебе нету даже свободы от долгов. Так и пишется в священных книгах и так далее. И тогда точно понял, что нет. Нужно, любой ситуация жизни это награда, она не наказание. Проблеме это награда. Хорошая жизнь тоже награда. Только этот человек должен понять, что Всевышний по отношению к ним очень милостивый. Все, что происходит в нашей жизни, это награда. Подготовка к достижению большой цели. Например, многие думают, что трудность якобы наказание за предыдущие грехи. Якобы это наказание за прошлые грехи. Это не так. На самом деле это подготовка к великой будущей. Подготовка к достижению большой цели. Это здорово, надо просто их делать. И так далее. Я просто принимал долги как вызов. И они, как хорошо, что они были в моей жизни. Я сейчас сижу, думаю, они меня закаляли конкретно. Вы знаете, скольким людям я помог после этого избавиться от долгов? Огромное количество людей. Одна из моя сильная сторона, и это с помощью Аллаха удается. Я теперь начинаю понимать, почему Всевышний меня загнал в долгах, для того, чтобы понять и этим помогать многим людям. То есть, видите, Всевышний заранее готовит для определенных людей дорога и так далее. А сейчас, знаете, сейчас приходит массовое рабство через это кредиты, через это ипотеки, через того и так далее. Я каждую неделю получаю благодарственное письмо, хоть что-то-нибудь. Кто-то пишет, что спасибо вам, благодаря вас у меня свое жилье, благодаря вас я избавился от кредитов, благодаря вас я избавился от долгов. Я столько лет был в долгах. Неделю назад был у меня на учебе человек, который мне сказал, в протяжении 17 лет был в долгах. Он был в Турции у нас на учебе из Рига. Это Эстония, да, Рига? Или Латвия, в общем, из Рига. Он мне сказал, я благодарю за то, что говорит. 17 лет я был в кредитах и так далее, замучился, так внутренняя уязвимость, вот это переживание. Долги же это такое, долги украдут спокойствие у человека, долги заберут вот всю спокойствие у человека. Он говорит, вот, я говорю, вот 17 лет были в этих проблемах. Вот, слава Богу, говорит, благодаря ваших курсах и тренингах я избавился от этого все. И теперь у меня есть свободные деньги, если думаю, что делать, как делать и так далее. Поэтому, вот когда таких благодарностей слышишь, это просто чудо. Это несказуемая вещь. Поэтому я очень ценю, очень-очень ценю, когда кто-то благодарит и так далее. И то, что я делаю, очень ценю. Я очень люблю свою работу, потому что я делаю эту работу искренне, чистого сердца. Поэтому преодолеть трудности всегда надо. И одно из больших барьеров был,
у меня. Я на русском языке не мог говорить. Я до сих пор идеально не разговариваю. Правда, я на это не фокусировался, честно. Я не фокусировался на это. Но это ваша харизма, Конечно. Вы запоминаешься вот сейчас везде. Об этом же хотел сказать. Что, внимание обратите, вот получается так. Я чуть посижу так, чтобы было более ярче, а то лицо у меня темное. Да, супер. Вот так сижу, чтобы было удобнее людям. Класс. И получается так, что когда начинал, получается, я не мог даже говорить на русском языке и так далее. Я сидел, думал, но это же мой классный маркетинговый фишка. Мне не обязательно говорить идеально, потому что, конечно, я могу учить русский язык. Это что, сложно, что ли? Миллионы людей научились, я не могу, что ли? Конечно, могу. Это что, так трудно, что ли? Это ничего не стоит. Просто время удали и займись этим. Я просто сидел, подумал, это же наоборот, это же круто, это же моя особенность, и это маркетинговая фишка. Меня запоминают очень хорошо. Вот, Сергей, ты сам организовал несколько мероприятий. Согласись? И скажи, пожалуйста, конечно, после сцены, когда выступаю, как люди запоминают это? Круто запоминают. Это же очень хорошо. Конечно. Пару минут те, кто в первую очередь, те, кто только первый раз вас слышит, немножко удивляются, а потом просто все влюбляются в вашу речь, в ваше выступление. Потому что самое главное, даже не то, как человек говорит, а то, что он говорит, та энергия, тот опыт, вы это все мастерски передаете, и действительно вы вот сумели использовать вот это правило, закон, что ваш успех поможет многим, ваша неудача никому не поможет. Спасибо. Действительно, вы все делаете для того, чтобы ваш успех помогал для тех, кто прислушивается к вам. Спасибо. Получается так, что люди же ко мне придут не для того, чтобы русский язык учиться же. Ко мне придут человек, чтобы научиться бизнес построить или построить там, не знаю, избавиться от долгов или что-то-нибудь другое. И моя задача, неважно, он что про меня думает, Давлатов хорош, не хорош, мне все равно. Я борюсь на результат своих учеников. Главное его результат. Поэтому у нас огромное количество результатов, огромное количество. У наших учеников реально результатов много. Мы работаем на результат, боремся за результат. Главный результат. Есть результат, значит правильно делаем. Нет результата, значит что-то не то делаем. Мы думаем об этом. Вот так. Да, и, здорово. Вы, конечно, и уже ваша мудрость, она цитируется. И мне тоже сейчас фраза пришла на ум, то, что всегда задают вопрос, когда люди конкретно поглощаются в обучение и интересуются, чем отличается мудрый человек от разумного. А вы знаете ответ на этот вопрос? Конечно. Это же очень важно. Очень. Мудрость, это, видите, умный, это образованный. Много людей, они умные, они образованные и так далее. Но мудрый человек, он еще образованный, одновременно еще духовный. У него высокие моральные ценности. Он никогда не нарушает свои принципы, жизненные ценности. Мудрость – это величие. На самом деле это. Но мудрый человек, он простой, он по-простому. Но в простоте есть сила. В простоте есть огромная сила. Он скромный. И его сила в скромности. Вот поэтому он мудрый. Если я видел очень много образованных, умных людей, которые они, как сказать, они очень умные, но они очень высокомерные, они не коммуникативные, они неустойчивы внутри. Когда человек станет мудрый? Когда жизнь немножко что? Его побил. Когда жизнь немножечко на него наехал. Понимаете? Чем отличается камень, который в горах, или от камня, который под рекой? Камень, который под рекой, он гладкий, он мягкий, понимаете, он гладкий. Вообще не резает, ногу не резает. Вы можете босиком пройти по нему. А камень, который в горах, он острый. Он могут даже через обувь резать. Иногда порой, если у вас там сланцы или кети или чего-то, он могут резать, он острый. Поэтому мудрый человек, это похож как камень, который под водой. Он гладкий. Он никогда не нагрубит никого. Он никогда не задевает никого. А сама форма река, это как форма жизни. То есть много-много пережил. Это назовем так. Человек, который много пережил, он превращается в камень, который прямо как под водой. Он гладкий. От него он не причиняет боль никому. Вот это очень важная вещь. А камень, который, конечно, на горах и так далее, он острый, он не пережил те боли, то душевные припады, страдания, эмоциональные сложности. Поэтому он острый. Поэтому, когда видишь людей, которые острым своим языком задевают кого-то, то есть, если сами не умеют добро,
хотя бы никого не надо обижать, но они Это обязательно правда. либо кому-то сломать надежду, либо кого-то задевают, либо кого-то оскорбляют. Это показатель, что у этих людей еще жизни не было достаточно ситуации, чтобы пережить. Вот почему. Да, и еще мне очень нравится ответ, чем отличается мудрый человек от разумного. Разумный человек умеет выкарабкаться и выйти с любой ситуации, а Да. мудрый их просто не создает с учетом уже своей мудрости. Мудрый просто туда не попадает. Да, он уже не Поэтому пойдет. мудрый. Да, здорово. Ну вот вы знаете, возвращаясь обратно к вашему фильму, потому что это просто потрясающий проект, и вы так очень профессионально подошли к этому. Почему? Потому что люди будут смотреть фильм в кинотеатрах. Это в Москве 1 октября, потом в Казани 2 октября, в городах Казахстана, России. И самостоятельно посмотреть фильм, ну, я думаю, что он со временем может появиться в Ютубе, возможно, да? Вот. Но другое ощущение, когда ты сидишь в кинотеатре, Конечно. и смотришь такой шедевр. Лично я отношу кино к вариантам перезагрузки там, своего мозга и отдыха, потому что только в кинотеатре при классном сюжете, при интереснейшем фильме полностью погружаешься в историю там, главного героя, и ты отключаешься хотя бы на 1,5 часа от повседневных там забот, дел и работы, да? Да. Вот. И то, что вы делаете, показы фильмов в кинотеатрах, это просто огромный респект и благодарность, что люди получат двойную, там, даже, может, в несколько раз круче эмоции, впечатления и полностью проникнуться этой историей. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось вот договориться с популярными кинотеатрами в разных городах и странах, и почему именно вот таким образом вы решили поступить? Видите, широкий прокат кино, это просто, тем более после пандемии, это нелегко. Это правда, на самом деле, после пандемии и так далее нелегко. Но, слава богу, они посмотрели фильм, они посмотрели паспорт фильма, они посмотрели, им очень понравилось, они выбрали фильм, они сказали, давайте мы ставим ваш фильм. И поэтому 1 октября будут в Москве, 2, то есть это примера, потом несколько дней еще кино идет в Москве, потом в Казани будет 2, еще несколько дней кино идет потом. И будут в Новосибирске и Екатеринбурге 3-4. И потом еще, конечно, идет фильм, да. То есть на примере, где я буду стараться участвовать, вот так. И этих, как его, потом будут в Махачкале, вот. Потом 7 октября будут в Алмате, иншаллах. Потом по всему городах Казахстана пойдет кино. Но примеры будут 7 числа в Алмате. И 15 будут в Душанбе, 16 в Худжанде, 17 примеры будут в Кургантюбе, 21 числа будут в Ташкенте, но будут потом везде. По Польше будут потом в Бишкеке, по Польше, пока еще дата меня определили, будут обязательно в Бишкеке, и по всех кинотеатрах Кыргызстан тоже, иншаллах. И дальше Санкт-Петербург, Минск и Киев. Вот такой план держим. Здорово. Ну, мы уже идем с друзьями на ваш фильм, конечно, показ в Москве и в Казани, я думаю, тоже буду участвовать с удовольствием. Друзья, кто хочет посмотреть фильм в кинотеатре, в шикарном месте, лично пообщаться, кто-то познакомиться с Эльмуродом Раджабовичем, добро пожаловать на эти показы. Это действительно будет лучшее время, которое вы проведете буквально несколько часов. Вот, поэтому добро пожаловать. Мы сегодня общались с вашими помощниками, и в моем профиле будет ссылка на покупку билетов на это мероприятие. Это касается там, моих подписчиков, наших клиентов с хорошими бонусами и скидками. Вот, поэтому, друзья, мы вас все ждем, и, конечно же, это будет настоящий фурор в вашей жизни, особенно тех, кто первый раз будет видеть Эльмурода Раджабовича, вот, потому что очень классно проведем время. Спасибо. Я хочу сказать, что те люди, которые из того, то, что сегодня говорил, как преодолеть барьеры, трудно, то есть как их превращать в возможности. Если для себя что-то взяли, самые лучшие комментарии, которые будут в чате, я постараюсь подарить вам билет, например, это кино в Москве.
И, Супер. возможно, если вы в Казахстане живете, в Казахстане давать вам. Если в Узбекистане живете, в Узбекистане давать вам лучше. Если кто-то да, сами лучшие комментарии, кто для себя делает вывод, что на самом деле барьеры надо превращать на новые возможности. Друзья, я от себя, конечно, кто из наших участников данного эфира выиграл этот билет. И от себя лично я с большим удовольствием хочу подарить сертификат на скидку 50% на Интернациональный конгресс Prosperity в Турции, который пройдет 31 октября, 5 ноября. И наш дорогой Саидмурод Раджабович тоже как приглашенный гость, как спикер, как наш дорогой друг. Вот. А себе я тоже лично подарю за ваш отклик 50% на посещение этого бизнес-события. Вот. Спасибо, Сергей, дорогой. Большое спасибо, уважаемые наши слушатели. Дорогой Сергей, сохраните эфир, мне тоже дайте, пожалуйста, чтобы я у себя загрузил. Надеюсь, что кто послушает этот эфир, хоть для себя что-то берет. Действительно, вы знаете, и чем вы просто, можно сказать, покоряете сердца ваших читателей, ваших слушателей, тем, что вы не приукрашиваете вот эти истории жизненные, что вы действительно говорите, как оно было, и не боитесь это делать, и, конечно, всегда даете очень важные советы, прямо не раздумывая, можете с учетом вашего опыта дать ответ практически на любой вопрос, что касается бизнеса, и семейной жизни, и личной. Поэтому, друзья, огромная ценность и огромное